Здравствуйте, это программа «Патруль», и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Сбил и скрылся. Авария, которая не оставила равнодушных. Хищение 19 миллионов рублей. Полицейские рассказали, по какой схеме действовали задержанные сотрудники одного из медицинских учреждений Кызылского района. Кровь, алкоголь, скорая, подробности рейда стражи порядка в Чидане. Все это не только сегодня в выпуске, а также традиционный обзор самых обсуждаемых в социальных сетях происшествий. Начнем. Эта авария повергла в ужас жителей Кызыла. Мало того, что жертвами в ней стали 4-летний ребенок и его мама, так еще и подозреваемый в этом страшном ДТП теперь уже бывший сотрудник полиции. Трагедия произошла вечером 12 июля на улице Магистральной. Отечественный ВАЗ сбил женщину и ее 4-летнего ребенка. Мальчик погиб на месте, а его мама скончалась позже в больнице. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. На его розыск по сигналу был поднят весь личный состав Министерства внутренних дел Тувы. В Кызыле сразу был объявлен план «Перехват». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 6 часов утра 13 июля разыскиваемый мужчина был задержан. Установлено, что 42-летний мужчина проходил службу в тыловом подразделении одного из межмуниципальных отделов МВД по Республике Тыва. В момент дорожно-транспортного происшествия указанный сотрудник находился в очередном отпуске и передвигался по городу на личной автомашине. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По факту произошедшего руководством МВД по Республике Тыва проведена служебная проверка, сотрудник уволен из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности будут привлечены его прямые и непосредственные руководители. Уверена, что следователи обязательно разберутся, как такое могло произойти. Вот только ни женщину, ни ребенка уже не вернуть, а вот виновнику ДТП с этим жить всю оставшуюся жизнь. К сожалению, это уже не первое происшествие с участием детей. Так, с начала года уже 4 раза несовершеннолетние выпадали из окон. Как правило, во всех случаях дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом, опирались на сетку, которая лишь иллюзия безопасности, и вместе с ней летели вниз. Опять же, это происходило из-за рассеянности взрослых, находящихся поблизости с детьми, а зачастую и в связи с их отсутствием рядом. Летальных случаев пока нет. В данном случае проверки после сбора необходимого материала направляется также Следственный комитет для принятия решения. Ну а нескончаемые темы последних 2 месяцев – это трагедии на воде. С конца мая в разных районах Тувы произошло 6 трагических случаев. Ну вот по всем фактам гибели детей у нас проводятся проверки, мы устанавливаем причины смерти детей. В дальнейшем уже органами полиции проводятся проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В настоящее время по всем фактам утопления детей проводятся проверки. Тем временем спасатели продолжают поиски пропавшего во время купания на Енисее 16-летнего подростка. Фотография мальчика облетела интернет. 13 июля в половине 6-го вечера подросток купался в Енисее в районе кожзавода. До настоящего времени о его судьбе ничего не известно. Спасатели уже обследовали реку и берег от Кызыла до Сукпака, но пока тщетно. Мы продолжаем верить, что финал у этой истории все же со счастливым концом. А если вы что-нибудь знаете о местонахождении мальчика, позвоните в экстренные службы. И о еще одном происшествии с детьми, которое едва не закончилось трагедией. В Туве спасатели вытащили 3 детей, попавших в яму с гудроном. ЧП произошло 12 июля на территории асфальтобитумного завода в районе левобережных дач Кызыла. В яму с гудроном попали 2 подростков 15 и 17 лет и 12-летний ребенок. Самостоятельно выбраться из вязкой массы они не смогли. К моменту прибытия спасателя ребенок 12 лет почти до плеч был погружен в гудрон, а подростки увязли в нем ногами. По происшествии 1,5 часов все дети были спасены и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшего ребенка в срочном порядке отправили в ожоговое отделение Республиканской больницы номер 1, а подростки помещены в токсикологическое отделение. И
Святое место не смутило. В Кызыле полицейские раскрыли кражу кошелька, совершенную в Хуре. В распоряжении нашей телекомпании оказались кадры, на которых момент преступления запечатлен. В полицию обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что, придя в храм, внесла пожертвование и положила кошелек на сумку, которую оставила на стуле. Понадеявшись, что в храме ее имуществу ничего не угрожает, пенсионерка оставила свои вещи без присмотра и принимала участие в молебне. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил кошелек потерпевшей. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. При допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства истратил на личные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание за данное преступление в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации может быть до 2 лет лишения свободы. Далее о происшествиях в других регионах, которые взбудоражили пользователей социальных сетей. Интернет-обзор далее. Жуткие кадры из Тулы. Там произошло ДТП, в котором погибли 5 человек. Водитель грузовика направлялся в сторону Орла и врезался в автомобили Лада Приора и Hyundai Elantra, которые двигались в попутном направлении. Легковые автомобили, протараненные грузовиком, въехали во впереди идущий КАМАЗ и оказались буквально зажаты между двумя грузовыми машинами. В результате аварии погибли 5 человек. Девушка-водитель Лады 1994 года рождения, ее сын, рожденный в этом году, и 41-летняя женщина. Водители пассажирка Hyundai, личности которых устанавливается. Водителя большегруза, который спровоцировал аварию, взяли под стражу. Дорожное сальто. Камера видеорегистратора сняла жуткое ДТП на Уральской трассе. Volkswagen Polo вылетел на встречку и 10 раз перевернулся. В ГИБДД по Свердловской области пояснили, что 36-летний водитель иномарки неправильно выбрал скорость движения. Машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась. Водителю крупно повезло, при таких виражах он остался жив. Мужчину с открытым переломом голени, стопы, рваными ранами доставили в больницу. А в свободном трагедии чуть не закончилось автобайк-шоу. Мотоциклист при выполнении трюка не рассчитал скорости и въехал в толпу зрителей, перевернувшись через руль. Мотоцикл упал на ребенка и помял автомобиль. Мальчик получил ушибы, но госпитализация ему не потребовалась. Делитесь и вы своими материалами в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Интересные обязательно попадут в программу «Патруль». Афера на 19 миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, которые подозреваются в совершении хищения денежных средств в одном из медицинских учреждений Кызылского района в особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что с 2015 по 2017 года должностные лица медицинского учреждения, действуя в сговоре с поставщиками, заключали фиктивные договоры поставки лекарственных средств для нужд медицинского учреждения Кызылского района без фактической поставки данных препаратов. Тем самым сотрудники медучреждения совершили хищение свыше 19 миллионов рублей. По данному факту следователям следственной части Следственного управления МВД по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении главного врача больницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 3 участника организованной группы находятся под домашним арестом. В отношении еще одного участника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств указанной противоправной деятельности. Кровь на лице, одежде в доме. Такую картину увидели полицейские в одном из домов, куда пришли с проверкой. В Чидане стражи порядка провели рейд по неблагополучным семьям, которые состоят на учете. В первом же доме, куда зашли полицейские, они увидели полную антисанитарию. На кровати лежали мужчина и его сожительница. Женщина была вся в крови. Правоохранители первым делом вызвали скорую. По предварительным данным, мужчина и женщина подрались. После осмотра медиками пострадавшую и ее возлюбленного доставили в медицинское учреждение. Но надо сказать, что такое было не везде. В остальных семьях ситуация, в том числе со злоупотреблением спиртным, стала меняться в лучшую сторону. В результате проведенных профилактических мероприятий среди них есть семьи, которые стали на пути исправления, а также есть семьи, которые, несмотря на проведенные мероприятия, не справляются. И с такими гражданами работа продолжается. В основном правонарушение или преступление совершается, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Постоянно проводим ряды мероприятий по факту выявления лиц незаконно торгующих, а также так называемые адреса, чтобы пересечь такие преступления и также правонарушения. И в заключение официальная сводка ГИБДД. С 11 по 17 июля в республике зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которые 2 человека погибли и 21 получили травмы различной степени тяжести. За неделю в регионе инспекторы задержали 97 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 5 автоледи. На сегодня это все. Не забудьте, вы также можете стать соавтором программы «Патруль». О происшествиях сообщайте по телефонам редакции или присылайте свои материалы на электронную почту, а также делитесь ими в нашей группе ВКонтакте. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания.